Издавна эти игрушки считались оберегами и берегинями от злых духов и приносили удачу. У кукол не было лица, значит не было души. Эта технология без использования иголок и ножниц, так как считалось, что при использовании острых предметов можно было заселить в куклу злой дух. Но при создании одежды можно было использовать иголки и ножницы. Анастасия Шляцина занимается изготовлением таких кукол третий год. Изучала историю, технологию и педагогическую роль в воспитании детей. Эти куклы обычно делали как обереги. Например, вот этих вот маленьких куколок делали маленьким детям, когда они только рождались. И эти куклы обычно лежали у ребенка в кроватке, и он как бы оберегали его сон или служили ему игрушкой. Также были куколки, которые делали в дорогу путникам. Их делали, чтобы у человека в пути появилась удача и чтобы человек нашел свою любовь в будущем. Поэтому делали длинные косы, которые символизировали удачу. Также были куклы, которые делали для урожая. Это куклы с крупой внутри. И их потом распарывали, когда садили новый урожай, чтобы потом он был хорошим. Также делали кукол, которые символизировали домашний очаг. Их делали с бруском внутри как символом мужского начала и женским образом, как символом очага в доме. Отражение эпохи в истории семьи. Так, 5 поколений по материнской линии в виде кукол сделала Элина Васильева, ученица 9 класса. При создании кукол Элина использовала фольгу, полимерную глину, а каркас сделала из синтепона и проволоки. Все куклы сделаны в виде 10-летних девочек, а одежда соответствует тому времени. Это моя прапрабабушка, прабабушка, бабушка и мама. Я рассматривала фотографии, и мне захотелось сделать такую коллекцию кукол. И это, например, вот это платье, это то же самое платье, что носила моя бабушка, то есть мы его нашли и отрезали маленький кусочек. В общем, так я хотела сохранить историю своей семьи, потому как на примере кукол это гораздо лучше. Вот такие интересные куклы делают учащиеся Нижнебестявской средней школы. Гульнара Лукманова, Мегина Кангаласский улус.